С 15 января разрешено проведение спортивных мероприятий. С какими условиями проходят сейчас соревнования, нам расскажет заместитель министра спорта Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Бугаев. Александр Николаевич, здравствуйте. Расскажите поподробнее, пожалуйста, как сейчас проходят соревнования, какие условия должны быть соблюдены. В Республике Саха-Якутия в данный момент разрешены проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий Республики Саха-Якутия на 2021 год. Допускается проведение соревнований обязательно при согласовании с Роспотребнадзором и с Республиканским оперативным штабом по недопущению распространения коронавируса. И одно из обязательных требований – это соревнования должны быть проводиться обязательно без зрителей. То есть, да, без зрителей. Ну, конечно же, условия при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, Минздрава, а также регламента по проведению мероприятий Министерства спорта Российской Федерации. Значит, ну, это там, чтобы наличие СИЗов, термометрия, наличие масок, да, вот и так далее, всех этих требований. Значит, ну и одно из обязательных требований при проведении соревнований, это касается спортсменов, обязательное наличие анализа ПЦР. Это у спортсменов, тренеров, судей. Значит, да, ну вот на основании вот данного последнего указа, вот такого поручения, значит, нашим министерством был разработан регламент, значит, по организации проведения вот официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на территории нашей республики. То есть и этот регламент был направлен во все, значит, спортивные федерации, муниципальные районы, да, и, значит, чтобы при обязательном соблюдении данных требований. Ну, также я хочу отметить то, что, значит, сейчас по всей республике активно начинается, значит, вакцинация населения, да, значит, от коронавируса. И это особенно касается наших выездных мероприятий. То есть, значит, в ближайшем будущем на базе Центра спортивной подготовки «Триумф» будет открыт процедурный кабинет именно для вакцинации членов сборной команды республики по тем или иным видам спорта, чтобы сейчас уже Министерство спорта России уже выставляет такие требования, чтобы без сертификата вакцины, да, вакцинация от коронавируса в скором будущем уже тоже не будут допускать для участия на всероссийских и международных соревнованиях. Какие ближайшие мероприятия в феврале должны пройти? Значит, в республике буквально на следующей неделе в конце недели будет проводиться первенственный чемпионат Дальнего Востока по кикбоксингу. Значит, ну, уважаемые жители республики, вы, наверное, знаете, что в апреле месяце с 5 по 11 апреля в городе Якутске будет проводиться первенственный чемпионат России по кикбоксингу. Значит, большое количество спортсменов намечается, да, приезд, значит, и вот в целях подготовки, значит, вот на следующей неделе у нас первенство Дальнего Востока по кикбоксингу проводится. Ну и, конечно же, уже согласно нашему календарному плану, уже мы практически еженедельно по 1, 2, 3 чемпионата и первенства Республики Саха-Якутия уже будем проводить на наших спортивных объектах республики. Где можно ознакомиться с календарным планом соревнований? Календарным планом можете ознакомиться на сайте Министерства спорта Республики Саха-Якутия. Там в поисковике Минспорт Республики Саха-Якутия, там уже выкладывается, и там есть раздел вот, именно вот наших мероприятий. Там можно посмотреть наш единый календарный план. Ну, конечно, могут быть изменения, тем более вот в связи сейчас ситуация по коронавирусу, сами знаете какая, да, нам вот ежемесячно продлеваются, другие вот требования, значит, ставятся, поэтому, конечно же, это с учетом, с возможными внесениями изменений в календарный план. Как вы считаете, отсутствие зрителей как-то влияет на спортсменов? Ну да, конечно, да, но это чисто психологический фактор, да, но, конечно, для спортсменов без зрителей это, конечно, немножко непривычно, да, но, как говорится, ко всему привыкаешь. Мы сейчас вот и в рамках, скажем так, сейчас век информатизации, цифровизации, мы сейчас уже рассматриваем вопрос тем, чтобы, значит, уже организовать прямые трансляции на YouTube-каналах, через социальные сети, вот такие как Инстаграм, да, чтобы вот наши такие зрелищные чемпионаты, соревнования, вот виды спорта, да, по которым вот, когда обычно собирают полный аншлаг спортивного зала, да,
Сейчас вот этого нельзя, поэтому мы будем пытаться организовать прямые трансляции наших соревнований. Спасибо вам большое и ваши пожелания спортсменам. Ну, дорогие наши спортсмены, тренеры, несмотря ни на что, мы уже в республике начинаем проводить наши соревнования, чемпионаты, первенства. Поэтому я желаю вам самое главное здоровья, хорошей подготовки, ну и чтобы, конечно же, выполнять все требования Роспотребнадзора. Этот год у нас очень богат на спортивные соревнования, мероприятия. В этом году вот помимо чемпионата России, который я ранее сказал, еще у нас проводится наша спартакиада по национальным видам спорта игры Манчары. Летом будет, в июле будет проходить в селе Берегостях Горного Улуса. Поэтому соревнований много. Желаю вам самое главное хорошей подготовки, ни в коей мере не унывать, идти вперед. Ну и, значит, подготовленными, значит, подойти к своим главным стартам этого года. Спасибо вам большое за подробную информацию. Спасибо.